Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на сайте клёваярыбалка.рф. Для того, чтобы попасть на этот сайт, вам достаточно в браузере забить название клёваярыбалка.рф. Итак, дорогие друзья, доброе утро. Вот и наступил день рыбалки. Мы находимся на такой чудесной реке. У нас рыбалка на тайменя, щуку, линка. Сегодня у меня уже есть трофей. Вы сейчас посмотрите в ролике. Ребята поехали выше, мы с Григоричем остались здесь. Это перекат, где вчера у меня был просто бешеный, мощнейший клев, поклевка такая. И огромный таймень, он сорвался и ушел. В общем, я не смог его поймать. И сегодня мы сюда опять с Григоричем приехали. Ну, Григорич стоит, кидает. Не знаю, что-то у него не ловится. Наверное, придется мне пойти покидать сейчас. Поехали. У нас ветер, оказывается, поменялся. Ветер поменялся, из-за этого сдувает. Я думаю, что нас несет как-то не по-человечески. Если вчера штиль был, сегодня, видишь, ветерок такой противный. Ну я сейчас не перееду, я заеду сейчас просто. Нет, нафиг. Центр. Нам же надо в этот заехать. Сильно долго? Не. Так я заезжаю, какой стащит? Если мы будем ждать, пока нас тащит, нас никогда. Не, ну чтобы двигать, я имею в виду. Не дави, не дави. Не дави на стекло. Не надо давить. Не дави на стекло, говорю, наоборот. Приехали опять на перекат, где вчера сошел огромный таймень. В надежде, может, что-то сегодня клюнет. Не обязательно большой таймень, но хотя бы что-нибудь, линок там, что-то такое. Меня вон там, например, взял. Он тут стоит. Ага, кто-то пытался взять. Ага, ленок сошел, елки. Или маленький томишонок, что-то такое. Может, совсем маленький.
Так, друзья, начало есть. Первые поклевки пошли. Может окунь. Или щука. Ну, окунь нет, тут напереката не будет. Не, ну, красный плавник это либо этот ленок, либо щук. Либо таймейшонок. Ну ты не колот. Есть. Взял, опять на перекате взял, смотри-ка. Как всегда, на старом месте. Ах, сошел, а. Ай, елки зеленый. Ай, елки зеленый, блин. Хороший был дядька, хороший. Конечно, жалко. Еще раз попробуем. Ну, сейчас уже, конечно, вряд ли. Он укололся маленько. Подукололся елка. Ну, красиво, конечно, хватил. Есть. Ага, там их двое, значит, понял. Второй еще есть. Второй есть тоже, да, друзья. Тоже пытался сейчас взять. Падение. Ага, вот он, смотрите, хороший дядя приплыл прям. Ну, прям вообще вот. Я Григорьевич туда закинул. Наверное, сейчас возьмет. Сейчас будет, наверное, поклевочка. Ждем. Ага, не взял, смотри-ка. Не взял. Не хочет. Ну не хочет он, ага, это кушать как будто рыбу. Да, ключ подберем. Да, давай. Я сейчас мышку буду кидать. Есть! Взял второй раз, елка, он уходит, а? Берет, но не до конца берет. Вот он хочет взять, но... Ну их тут двое или трое, где-то вот так вот. Тут такое. Оп. Была попытка. Есть. Взял. Да, в этот раз я его просек. Просек я его в этот раз. Иди сюда. Пойми. Ну, конечно, а кто еще ты? Больше некому. Главное, что взял. Хорошо взял. О, да он даже... Его даже не видать. Подай, подсачек. Ну что, друзья, первые у нас... Кажется, рыбка у нас первая есть. Причем хороший. Слушай, он у нас подсак даже не влезет. Может и не влезть. Подсачок у нас маловат маленько немножко для него. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага. Отпускай. Приотпускай наоборот, чтобы он заходил под сак. Ой. Оба! Есть! Есть, Григорьевич, есть. Есть. Хороший, а? Ух ты, хороший. Ну, килограмм, наверное, пятерик-то будет. Да, пятерик. Шестерик даже может быть. Сейчас весим. Григорьевич, давай щипчики. Ага. Там еще есть, кстати, один. Да, вот я и буду кидать. Вы пока разбирайтесь, надо туда.
Да что там разбираться-то, я уже снял уже. Ну мышь рулит, что говорить-то? Да, мышь рулит. Ловлером надо подбирать. Видишь, мышь это естественно. Вот, друзья, вот такой вот хороший экземпляр, ну, я не знаю. Моя камера это не передает, просто я сейчас подключу другую камеру. Ну вот, друзья, вот такой вот экземпляр вот попался. Вот я уже на нормальную камеру вам показываю его размеры. Вот такой вот таймень, просто огромный. Вот он, во весь экран ваш видите. Вот хвост. Такой красавчик вот взял. Вот. Утром, на утрянке, так сказать. Сейчас часов, по-моему, 10. Вот. Вот такой вот дядя. Поснимать-то вас можно, да? Нужно. Ага. Здравствуйте, здравствуйте. О, даже с детьми, с маленькими, ничего себе. 15 или какой? 20-й день сегодня? 18 ходовых. А, нет, сегодня 17 ходовых. Сегодня 17 ходовых. И 19-й день получается, да. Мы вышли с Батагая и сюда. Че себе, чай будете? Не знаю даже. Давайте чай попейте. Чаю предлагаю. Давайте, У пойдемте. нас, в принципе, рядом. Ну, вот здесь база наша. То, что у нас... Ну, крупные тоже есть. Мы сами с Питера, Ну. а мы ходим... Ну, мы на Ямале были, на Кольском были. Короче, ну, у нас крупный медведь. То есть такой, что, ну, блин, если на задние лапы встанет, метров по 2, наверное. А тут мы вот сейчас этих два, так они... Иди сюда. Че ты? Чё? Ты чё? Мама медведь встала на лапы, мы смотрим, и она не шибко-то больше, чем эти. Погладь, не бойся. Нельзя. Ты чё? Нельзя. Все. Чё? Обычные собаки, знаешь, как любят, когда их глазят? Ух, не оторвать, да. А ты трусишка маленькая? Хорошая она. Маленькую трусишку. Просто боится, да. Да, скажи сразу Ну написано. пойдемте туда сходим, расскажете, куда плывете. Там ваш человек, мы там человека видели. Да, вот это наш. А там ребята проехали тоже наши. Поздоровались, да. Да. Они остановились, да. С дедушкой, да? Но Да. это не Мингде, да. Вот, я и говорю. Ну это здесь все останавливаются. Охотники, рыбаки. Присаживайтесь. Спасибо. У вас стаканчики Да, и есть, все есть. Нельзя. Ёлки, ты что? Ну уже хватит, чоба. Ну это у нас зимняя палатка, мы да, такой ездим. Стыковочный куб, да? Нет, иди загляни, там это. Ну это Екатеринбург? Нет, я это пользуюсь Челябинск, по-моему. Ага. Ну просто тоже у нас зимняя маленькая. Ну такая же система, я вижу. А вы заходили, получается, с Батагай, да? Да. Ну-ка, нельзя. Все, Прилетели. иди сюда, Надо, не быстро. настраивай. Нам кофе. Сейчас. Мы А, с так она Батагая что, подостыла, прилетели, наверное. И это... А вот же есть кофеварка вот. Там вот просто там у нас это растворимо. Понял. Так, вы прилетели туда, потом, получается, до этого Джаргалах, да? Ну, до по Тари-Салу поднимались. Тара-Сала. Ну. Сейчас посмотрю я карту. Я просто сам хотел когда-то тоже так же. Но я немножко хотел по другому маршруту. Я хотел на озеро Лабылах. Ну, куда, вот, куда Марина Галкина ходила. Да. Мы поняли, да. Но мы, честно говоря, Вот задолбались. ну, у нас немножко была другая цель, да, что Вот, печеньки поешьте. Спасибо. Печенье. Вот это колбаска, вот хлеб есть. Спасибо. Да не за что. Мы приехали тоже недавно, вот где-то дня 3 прошло. Сегодня 3-й день, наверное. Так, а вы до этого вас кто-то подбрасывает, да, на моторе? Но мы еще не договорились, да. Но мы с Костытами договоримся до Жиганска. Вот. Так,
Ну, ветер должен быть. Дождь. Так, в Жиганске сегодня, завтра дождь, а после этих дней уже все. Нормально, да? Ветер сильный, штормовой, поэтому вам нужно это Ну, он как раз завтра, вот, Быстрее да, дожигаться. сегодня или завтра, да. как раз по планам 2 дня. А потом оттуда на чем самолете, да? А вот мы думаем, либо на пароме на Кулибине, на этом, механик Кулибин, который 21-го будет в воскресенье, либо на самолете в понедельник. А есть же Степан Ржаков. Он когда? Он неделю раз ходит. Он только до Жиганска из А, Витебска. да? Да. А это вы плавали на нем? Да, ну обычный такой пассажирский, там каюты, Нормально? плацкарт и сидячий. Из Жиганска в Нормально. Якутск А сколько идет, да? Да. времени идет? Быстрее даже Кулибина, но он где-то оттуда 1,5 и обратно 2. 2 суток, да? Ну, нормально Ну, там. видишь, 2 варианта, может, и раньше будет. Ну, посмотрим, 2 суток это много. Просто Кулибин, он не пристает к берегу. Мгм. Он Ему как бы надо на стоит, лодку, да, там на лодке. договариваться. А этот пристает прямо. Ну, как? Итак, дорогие друзья, вот не ожидал. Приехали туристы, сплав совершают с Савино-Батантайского же, да? района. с Батагая. Да, расскажите маленько вот про ваш сплав, коротенько, как у вас, что, ну, какие впечатления и как ваш маршрут проходил. Ну, начали мы с Батагая-Алыты. У нас не только сплав, а пешесплав получается. Поход такой достаточно длинный, автономный. Все на себе, все с собой. Вот. Сейчас у нас получается 19-й общий день, ходовой 18-й или 17-й ходовой, наверное, да. Вот. Вышли, прилетели мы в Батагая-Алыту, вышли, соответственно, с Батагая-Алыты и с пешком до перевала. Откройте, пожалуйста. Перевал, к сожалению, не помню название, правильное название, где оленеводы. После перевала на второй день, по-моему, мы начали сплав. После перевала, да, на второй, первый день начали сплав. В этом году очень много воды. Говорят, что, ну, судя по местным рассказам, воды очень много, да, и дожди дали свою силу речкам. Насытились речки водой. Собственно, это нам помогло начать быстрее сплав и облегчиться, избавиться от тяжелых рюкзаков. Вот. На старте, наш вес рюкзаков был где-то около, ну, у меня около 30, У меня около 25. ну да, наверное, так. Чуть-чуть. И у Милы, наверное, Около 12, наверное, не меньше. А сколько Миле лет? 9. Ничего себе, молодец какая уже. Совершает такие, даже опасные, можно сказать, путешествия для девочки, вот. А вообще сами откуда, что, как? Вообще мы из Санкт-Петербурга. С Санкт-Петербурга приехали, да? Отлично. А как узнали вот про такие, ну, про такой маршрут? Ну, Нет, сначала рассказывай. советовал один знакомый нам из экспедиции на восток. Он участвовал в экспедиции на восток. А, на восток? Да. Да-да-да, с этими, да, Гаргашьян? Да. Да. Это наш знакомый. А, да вы что? Вот, и он сказал, что одно из самых красивых мест, которые они видели с этой экспедиции, вот как раз Верхоянский хребет. Мгм. И потом стали смотреть информацию, поднимать где и как. И нашли ролик Марины Галкиной подробный. Вот. Так, и потом по этому ролику вы проложили маршрут. Ну, Руслан изначально посмотрел по карте, как лучше пройти. И так получилось, что это, в принципе, тот же логичный путь. Самый да, логичный, на как самом и у деле, неё был. максимально приближенный населенный пункт к Верхоянскому хребту, к середине Верхоянского хребта. Он не один, Батагая-Алыта, другого нет. Потому что любой другой населенный пункт, он более удален. Соответственно, чтобы тут уже не увеличить, а сократить маршрут, единственным способом было прилететь и выбрать маршрут с Батагая-Алыты и сплавиться в Кыстытам. Вот. Это получается где-то ориентировочно около 160 километров пешком и, соответственно, около 380 сплава. Ну, собственно, вот по времени мы пока в таком режиме. Осталось нам не более 2 дней, значит, сплава, и мы в Кыстытаме должны быть. 190 километров пешком. Да. Сколько дней у вас получилось, ну, преодолеть это расстояние? 9 с выходными. Не 190, 160. Да? 160. Я уже сейчас сам что-то путаюсь. Ну,
На самом деле у меня пишет трек, у меня часы, вот, все написано, все. Пешеходная часть, у нас солнечная батарея сломалась, к сожалению, мы ее замочили на первом же сплаве, потому что мы не собирались сплавляться, мы собирались идти пешком, пришли к реке, а она разлита так, что мы не смогли ее перейти. Вот, дожди, вот дождь сутки, да, дождь шел и, соответственно, разлил реку. Пришлось сплавляться, соответственно, не подготовили, забыли и замочили солнечную батарею и лишились источника питания, соответственно, на остальную часть похода. Короче говоря, все записано, да, в треке, и думаю, что по факту, да, от 160 до 180, наверное, будет трек. Вот. Сколько дней? Один день выходной, всего, по-моему, 9 дней нашли. Да, да. Ну, то есть у нас стандарт по маршруту это 17 километров в день, мы так себе изначально планировали. Но по факту выходили на дистанцию 23-24. Ну, сначала поменьше, наверное, было, ну, нет? все равно 23. Первый день 23, да. Да? Угу. 23-24, ну, стандарт. Жарко, 31 Ну градус. да, Просто да, не ожидали отстирать. мы от Якутии такой жары, честно. Ясно. Думали, что будет А как насчет гнусов? Там, Гнуса. кстати, мошки вообще нету, что нас удивило, Горы. приятно. Там были только комары. Мгм. С комарами как-то мы еще привыкшие. Вот прикупили себе костюмчики, сеточки, все жарко, но идти можно. А здесь, после перевала, когда спустились уже с горной части, вот дня 4 уже этот комар, комар уже, ладно, не трогает, гнус разных размеров, там от миллиметра до 5, какой хочешь. И вот от него, конечно, ни спреями, ничем не избавиться. Так, а здесь уже, это, да? Вот здесь мокрец у нас, допустим, нас замучил уже который день. Мокрец это кто? Мокрец, ну вот такие мелкие вот такие. Вот, мы это все. Это вот последние 3 дня у нас. Да. вот Если три- с сегодняшним, то последние 3 дня. До этого его не было. Мелкий. А люди есть еще выше нас? Вот самый прикол, что после перевала километров получается 15, последняя изба оленеводов, и вот от этого места сюда километров, ну, получается чуть ли не 200, пребывания человека в принципе на береге не видно. Ни одной мусоринки, ни одного костровища, ни одной ржавой банки. Ничего нету. Это на самом деле так радует. Это прямо, ну вот, это затем, зачем мы сюда и шли. Потому что если бы мы видели постоянное пребывание человека, да, то мы бы, наверное, разочаровались, Расстроились, собственно, да. расстроились, что мы полетели, поехали, потратили, естественно, кучу сил, времени, денег. Ну, для нас это очень дорогая поездка, потому что с Петербурга надо полететь в Якутск. с Ну, Якутска конечно, да, у нас полететь в цены Батагай, дорогие. с Батагая приплыть сюда, опять полететь, поехать. То есть, как бы, на эти средства можно поехать, не знаю, там, в зарубежье. Конечно, отдохнуть. Да. Но мы хотели именно такого отдыха и, собственно, в принципе, его получили сполна. Не разочаровались ни разу. Классно. Особенно видя медведей, Да. медведей, лосей, Медвежатами. переплывающих Лося напугали. брод, переплывающих броды. Мы уже легли спать в палатке. И Руслан слышит, что-то хлюпает. Я говорю, да ветер, наверное, воду прибивает к боку, к берегу. Потом такое что-то как хрюкает. Мы такие, нет, точно не вода. А комары, надо быстро из палатки выходить. Мы как выбежали, он бедный напугался. Через реку Воду, да, стеганул. Одни рога плывут такие, большой. Ну да. Тут дикие звери, поэтому они человека даже там и не видели. Им Поэтому любопытно. боятся. Вот Мишка тоже встал такой, смотрит на нас, кто такие. Ну. А мы же очень яркие у нас еще по крафту. Да. Мила, понравилось тебе? Да. Молодец. Молодец. Будешь рассказывать одноклассницам, да? Да. Летом. Осенью в У школе. меня никто еще, наверное, из одноклассников медведей и лосей не видел точно. Да ты чё? Ты в каком классе? Пойду в 3. Молодец. Вот. Ну вот, друзья, а также, оказывается, ребята ведут свой блог. Если кому интересно, как ваш блог называется? Не детские походы. Не детские походы, он выйдет на ютубе, да? Да. Да, друзья, наше время. смотрите. Вот. Ссылку я дам в описании под роликом. Все. Ну, спасибо за интервью. Вот, спасибо, что остановились, поговорили. Вот.
Да, спасибо. Да не за что, господи. Поплывем Удачи вам, дальше. давайте. Хорошее дело делаете, туризм наш развиваете, вот. Потом посоветуйте друзьям, наверное, своим, да? Ну, безусловно, покажем. Кто-то посоветует. Еще бы поехали или нет? Еще бы. Ну, наверное, в другое место. нет. какое-то. Другое какое-нибудь, Конечно, да? Понятно, ну хорошо, Ну, хорошо. вот интересно, может быть, даже посмотреть и ближе к Ледовитому океану побережье. Хорошо, хорошо. По лени очень много людей сплавляется по реке. И потом на Растиксе Но возвращаются. это такая вот, она легкая, да, такая? 4 Легонькая. килограмма вообще есть. Всего, да? Да, но То есть она, видите, это... Можно проткнуть, да? Не-а, не-а. Нет, Вообще, да? она на самом деле супер. Да вы что? Ну вот они, короче, попали... Как называется? Black Pike? Black Pike, да, это вот... Это супер лодочка. Ну, для таких походов, наверное, да? Да, ну когда ты на себе несешь. Ну, То есть ну, на ну. себе несешь и для сплавления. Вот они попадали 3 раза под дерево. Представляете? Ого, 3 раза под дерево в потоке. Ну, в Ничего потоке, себе. который просто вот херачит. ну, И, соответственно, их вышвыривало самих, лодку в дерево, лодку, в сучки, во все. ничего себе. И вот она, лодка, ни разу не клеенная. Там, в одну Ну, у вас не клеенная, ремкомплект это- все есть. Ну да, ремнабор, все есть. Ага. Ну, вот, в общем, короче говоря. А сейчас вещи вот видно, у них внутри лежат вон вещи. Ну, я вижу, ага, Да, прям и у внутрь меня можно тоже. складывать, да? Да, вообще круто. Ну, ты зиповская молния вот эта. Ага. Соответственно, открыл, Ага. туда все, там все сухое, все тихо, спокойно. Подожди, а как- потом что, накачиваешь обратно? Да, да. Ну, ты как бы с утра раскрыл, ну, в смысле, с вечера раскрыл, вытащил, попользовался вещами, с утра засунул, закрыл, короче, и накачал, и все. Накачивается гермомешком просто, и все. Круто, Вообще шикарно. круто. И 4,5 килограмм вес. Ну, это самое главное Вообще преимущество. класс, Вообще просто во. Называется Покрафт. Сколько стоит? Ну, стоит 30. Ну, нормально, То есть нормально. там 30 с копеечкой. На охоту вообще идеально было. Да, да, возить. да. Просто идеальное средство. Ну что, Мила, пока. Приезжай в Якутию еще. Лучше уж вы к нам, да? Ну, мы тоже когда-нибудь съездим. Карелия, Хорошо. Мурманская область, Семга, Ну, Кунжа, Красная Рыба. Ну, давайте, счастливо. Пока. До свидания. Спасибо. Вам счастливо добраться. Пока. Ну вот, друзья, очень приятные люди приезжали. Молодцы. Ну, а любители такого отдыха, конечно, не могут быть плохими людьми. Вот. Всех нас объединяет одно. Это любовь к природе. Поэтому, друзья, любите природу. Оберегайте. Вот. Ну и путешествуйте, конечно же. Как наш Григорич. А мы сейчас, друзья, едем к Григоричу.